Служба милосердия Якутской епархии и участники местного молодежного центра объединились вместе, чтобы помогать людям. Какие планы у этого церковно-общественного объединения, рассказали наши коллеги из региона. В неформальном молодежном пространстве состоялось подписание партнерского соглашения между Православной службой помощи милосердия 14 и молодежным центром «Арена-31». Обе некоммерческие организации являются победителями фонда президентских грантов и сегодня решили расширить свои проекты. Наши проекты буквально, оказывается, сопутствуют друг с другом. У нас проект «Победитель фонда президентских грантов» называется «Тележка добра в Якутии». Мы собираем продукты и в рамках проекта должны его реализовать и предоставить населению. С этого дня они будут нашими партнерами, будут помогать нам продуктовыми наборами. «Милосердие 14» будет выдавать их своим целевым группам. Напомню, что наши благополучатели – это в первую очередь многодетные семьи, это пожилые люди, это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В молодежной организации «Арена-31» почти 4000 волонтеров. Ребята творческие, горящие идеей помочь ближнему. Потому что много нуждающихся людей. Не все вот в период пандемии тоже могут пойти за продуктами. Вот кто-то за детьми ухаживает, кто-то не может. Вот поэтому мы им привозим. Потому что я решила что почему бы не начать помочь? Потому что самое главное плата за то, что мы помогаем, это улыбки. И больше ничего не надо. Никакие деньги, ни какие-то потребности, просто улыбка. Православная служба помощи милосердия 14 действует по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Якутская епархия реализует проект уже год. И сегодня команда пополнилась молодежью. Мы будем вместе оказывать помощь людям, которые нуждаются в этот сложный период. К сожалению, сложный период еще не закончился. Да, в общем-то, всегда будут оставаться люди, которым нужна помощь и поддержка. И здесь очень радует единство вот светских людей и нас, людей верующих, церковных. Наверное, именно в таком духе должна происходить встреча церкви и светского общества. Впереди у Альянса много планов и идей. В первую очередь патриотическое и духовное просвещение молодежи.